котором они проводятся. Количество детей, которые принимают участие уже на второй год, увеличилось. Если в прошлом году на всех этапах школьной спартакиады приняло участие около 63 тысяч учащихся, то в этом году на всех этапах школьной спартакиады приняло участие более 69 тысяч учащихся со всех практически уголков нашей республики. И кроме того, в этом году по решению главы республики учреждена единовременная выплата лучшим тренерам, которые подготовили, воспитали спортсменов, и будет вручена в размере 100 тысяч рублей 31 тренеру по итогам закрытия школьной спартакиады. По составу участников мы видим, что очень сильный и хороший состав. Среди всех школьников, которые принимают участие на школьном этапе, на финальном этапе, 13 мастеров спорта, 52 кандидатов в мастера спорта и более 700 учащихся являются обладателями спортивных разрядов разного титула. Желаю спортсменам успешно выступить на спортивных аренах города Якутска и Горного Улуса, доказать свою силу, показать свою волю к победе и, соответственно, готовиться к дальнейшему личностному росту. Вот эти вот мальчишки, им 13-14 лет, у них это вторые вот крупные соревнования. Весной прошли первенство республики, этот возраст, поэтому у них есть боевой опыт. Приехали 24 команды с районов, с улусов, 189 участников. Ну, как вот видите, ребята очень упорно готовились к этим соревнованиям. И я думаю, из этих ребят в будущем выйдут олимпийские чемпионы.
Очень много детей сейчас играют в шашки, и очень много тренеров по всей республике играют. И, как говорится, вот шашки вот в Якутии, они очень популярны. И вот недавно тоже наша команда выезжала, вот среди взрослых выезжала чемпионат Кубка Европы, и там тоже завоевали очень много медалей. Общее количество 78 медалей чемпионата по России и чемпионата Европы. Вот из таких соревнований, из таких спартакиад выросли такие чемпионы, вот как вот дети Азии, вот спартакиады школьников, так стали всеми гроссмейстерами Гавриил Колесов, Андрей Федотов, Савакина, и очень много мастеров. Даже сейчас вот среди детей участвует один гроссмейстер Просима Сандара и 2 мастера спорта России. Очень много северных улусов приехало. И, как всегда, центральные, вот, из Нюрбы, из Сунтара, из Нюрингери, Среднеколымска, Михалгаласские, Корни, Кобяйские. Общее количество 30 улусов приехало. Я хочу пожелать, чтобы дальше у вас шашки развивались. И очень большое желание у нас есть шашки как предмет в школах. Делать как предмет в школе. У нас вот, как говорится, Михаил Ефимович Николаев говорил, что шахматы и шашки уникальный вид, его как надо предмет сделать как предмет в школах. Соревнования проходят очень хорошо, все очень хорошо настроены. То, на что способен сегодня, вот на первую половину дня, показали очень хорошие, достойные результаты. Есть тут у нас тоже маленькие звездочки, так Валерия Слепцова, Усалданского улуса, которая 2 раза уже выступила в первенстве России. Сегодня вот легко тоже у нас выиграла соревнования среди девушек. Есть очень хорошие парни из Вилюйского улуса, тренером которых тренирует Эдуард Павлов, наш знаменитый спортсмен, гиревик. В свое время он был чемпионом азиатской зоны России. Вот, даже выполнял мастера спорта международного класса норматив. Герои спорт воспитывает очень хорошо подрастающее поколение вот, на выдержку, на воспитание силы воли. Вот. Ну и, конечно, физически ребята развиваются. Спартакиада сама по себе это очень-очень сильный толчок дает ребятам на мотивацию для дальнейших вот, выступлений, для тренировок.
сегодняшний день мандатную комиссию прошли 29 команд. Это морское образование города Якутска, Житая и 27 районов улусов. Что отрадно, у нас в последние годы северные улусы очень хорошо принимают участие, полными составами приходят. И у нас второй год личное командное первенство. Сейчас они будут играть 9 туров. Сегодня и завтра. Завтра заканчиваем этот турнир. Здесь после многих обсуждений принято было провести до 16 лет. Здесь учащиеся не имеют никаких экзаменов. И здесь самый такой возраст, что любой из участников могут с любым оспориться, выиграть. Как я сказал, турнир командный. Та команда, которая набирает наибольшее количество очков, становится победителем. Даже проигрывая, например, с минимальным счетом другим командам, но если отыграется на другие команды, и может становиться чемпионом. Так, в составе 2 мальчика и 2 девочки. Так, играют по быстрой программе. У нас время каждому участнику дается по 15 минут, и на каждый ход прибавляется по 10 секунд. Сегодня соревнования по масс-рейтингу идут в рамках спартакиады школьников «Спортивные якутяне». В 13 весовых категориях, 7 у юношей и у девушек в 6 весовых категориях. Присутствуют на данных соревнованиях 22 улуса и город Якутск, а также всего участников 208. Возраст у них 2007-2009. Очень опытные спортсменки и спортсмены уже есть, которые участвовали на первенствах России, на первенствах мира. Есть победители первенства мира, призеры, чемпионы первенства России.
находимся на территории высшей школы музыки. Здесь у нас проходят спартакиада школьников по стрельбе из лука. Всего у нас участников 127 из 25 команд. В программу соревнований включены такие дивизионы, как классический лук, блочный лук и якутская национальная стрельба из традиционного лука. В каждой команде по 6 детей, 2 классика, 2 блочника и 2 традиционщика. Активные якутяне проводятся ежегодно, но в этом году особенность в том, что в стрельбе из лука включена стрельба из традиционного лука. Это связано с тем, что в последнее время в нашей республике стрельба из традиционного лука становится очень популярной, и она включена в программу национальной спартакиады Манчары. И в следующем году дети тоже будут стрелять на спартакиаде Манчары, поэтому это подготовка для них, генеральная репетиция получается. Среди наших участников тут участие принимает Тараярова Мария, мастер спорта России. Она является членом сборной команды России юниорской и является победительницей первенства России. Это финальная часть спартакиады учащихся, спортивные якутяне. Мы находимся сейчас в спортивном комплексе имени Иннокентия Иннокентьевича Захарова в селе Хатасы, в пригороде города Якутска. Значит, на этих соревнованиях принимают участие 8 юношеских и 8 команд девушек. Это финальная часть. Отборочные соревнования на финальную часть уже проведены этой весной в селе Чаровча. И по отбору по 8 команд прибыли в финальную часть. Все команды приехали подготовленными. Ну, сильные команды можно выделить, такие как команда города Якутска, Мирнинского района, Татинский улус, Чаровчинский улус. Но эти команды в отборочных соревнованиях показали наиболее подготовленные игры и являются одними из ведущих команд. Самыми сильными для меня и моей команды были Мирный. Мы с ними играли и выиграли 2-1. Якутск. Мы их выиграли 2-0. Спасибо нашему тренеру Саргалане Семеновне, то, что нас тренировала эти сколько месяцев?
2, 3, 4. Чурамча, вперед! В этом году у нас участвовало по шашкам и по шахматам 30 команд, по 30 команд приехало. И это нас очень радует. Это говорит о том, что развиваются интеллектуальные виды спорта в нашей республике. Поздравляем всех победителей. Есть ребята из арктических вузов, которые заняли призовые места в своих досках. Их тоже очень поздравляем. Это очень большая надежда для нас. Мне очень понравилось, как прошла спартакиада. Организация была на высшем уровне. Наша команда заняла первое место, и этому я очень рада. Было очень интересно. За нас болело много наших знакомых, друзей. И по большей части мам, которые переживали и смотрели, как все проходит. И, по сути, все очень сильно понравилось. Было тяжеловато на толчке, рывок достаточно сильно. В общем, спартакиада прошла очень хорошо. Участвую уже второй раз. В прошлом году участвовал от города Якутска, там тоже занял первое место в личном первенстве. И сейчас выступал за Султан и тоже занял первое место. И личка, и микс. Микс стреляли с Машей Тараяровой. Насчет самой спартакиада очень понравилась. Сама организованность, конкуренция была хорошая. Все понравилось. Я впервые в этих соревнованиях участвовала. Прошлое соревнование я пропустила по своим обстоятельствам. Я очень довольна этим соревнованием. Тоже взяла 2 золота в личном и командном спаррингах. У меня тоже следующие сейчас с ним сборы будут в Высшей школе музыки. Там будет дальше работать над результатом, дальше достигать новые цели. Также надеюсь, что у нас будет подготовка к первенству в поселке Агинское на 60 метров, и будем к нему дальше готовиться, чтобы занять там медали. Для меня было довольно легко, трудных таких моментов не было. Просто 9 из 9 чисто выиграла.
занимаюсь полгода, и я думала, вообще не вывезу. И вот я приехала сюда. Я очень боялась, что чемпионка России у меня, переживала очень сильно, но все-таки справилась. Соревнования прошли на очень высоком уровне. Все ребята хорошо подготовились. Тренеры подготовили своих подопечных. И выиграл на данной спартакиаде сильнейший. Это среди девушек команда Черепчинского улуса, а среди юношей команда Намского улуса. И хочу, воспользуясь случаем, поздравить чемпионов и призеров данной спартакиады. Ну и, конечно, тренеров. Мы сегодня благодарим Министерство образования Республики Саха-Якутия, организаторов этой спартакиады. Ну и, конечно же, благодарим главу Республики Саха-Якутия за то, что он возобновил эти спортивные игры для наших детей, для нашего будущего, для того, чтобы дети занимались спортом. Юным якутянам, юным нашим спортсменам пожелаю от имени Министерства спорта и от себя лично, чтобы они не бросали заниматься спортом и, конечно же, дальше занимались и прославляли свою республику и Россию во всех спортивных мероприятиях, которые проводятся здесь в России и, конечно, за рубежом. Я в основном посещал соревнования по боксу, так непосредственно мой вид спорта, да. Очень хорошие бои, очень хорошая команда. Ну, команда Нерингри заняла первое место, тренер Пелевин. Очень хорошая команда, 7 или 8 финалистов было. Ну и по отдельности, если так брать, то в принципе есть неплохие ребята, которые в будущем могут показать определенные, хорошие результаты. Я в принципе хотел бы поздравить прежде всего победителей, нерингринцев, призеров, чемпионов и призеров. Я сам в детстве тоже был участником спартакиады школьников Республики Саха-Якутия, и спартакиады школьников России. Именно с таких соревнований начинается в будущем большой спорт. С февраля по июнь 29 видов спорта, 5 различных районов республики приняли наши соревнования. Сегодня закончилась финальная часть, 9 видов спорта. Я поздравляю всех победителей и призеров, всех судей за объективное судейство, всех зрителей поздравляю с отличным завершением нашей спартакиады и желаю всем будущих побед и дальнейших высот. Мы впервые провели итоги для лучших тренеров. Это был указ главы республики Алексея Сергеевича Николаева об единовременной сертификаты нашим лучшим тренерам, учителям физической культуры. Очень здорово, что они представлены как и учителя физической культуры, как и тренеры наших муниципальных ДЮСШ, городских ДЮСШ. И женщины были из муниципальных районов. Это очень радует. Я думаю, что спартакиада набирает обороты, потому что это будущее нашего спорта, будущее нашей не только республики, наверное, и региона. В этом году мы почти приблизились к цифре 70 тысяч обучающихся. В прошлом году, как вы помните, у нас было охвачено 63 тысячи обучающихся. Я думаю, что она должна, эта спартакиада, остаться в памяти, наверное, каждого спортсмена, участника. И радует то, что очень много позитива они внесли в жизнь города, потому что на всех улицах мы видели наших юных спортсменов, облаченных в свои формы, муниципальных районов. Это, наверное, только гордость, патриотизм за свой родной улус, за то, что они представляют сборные команды своих районов. Ну и за ними будущее. Günleri
कन्नर